Приложение 1. Комментарий к главам. Глава 4. Отвращение к мирским наслаждениям внушается таким образом, чтобы развить бесстрастие. О люди, отвратитесь от чувственных наслаждений и обретите прибежище в вас самих, в самости. Потому что чувственные наслаждения заканчиваются только страданиями. Что подразумевается под самостью? Под самостью подразумевается сознание, как оно показано Махавакьей Праджанам Брахма. Сноска. Махавакьи – 4 великих изречения Упанишад, являющихся основой Веданты. Каждая Махавакья ассоциируется с одной из 4 вед. Говорится, что в каждом из изречений ведантический мистицизм преподносит в сжатом виде основной смысл одной из вед. Все 4 изречения традиционно трактуются в контексте единства индивидуального атмана с безличным брахманом. Четыре Махавакьи или 4 высшие декларации, хранимые в Ведах, следующие. Праджанам Брахма – осознавание, наивысшая мудрость – это Брахман. Айтарея Упанишада. Аям Атма Брахма – это высшая сущность, Брахман. Мандукья Упанишада. Атхарваведы. Таттвам Аси – ты и есть то. Чхандогья Упанишада. Самаведы. Ахам Брахма Асми – я есть Брахман. Брихадараньяка Упанишада. Яджурведы. Возврат к тексту. Этой праджанам сознания нужно поклоняться. Поклонение здесь не означает внешнего или ритуального служения. Что же это тогда? Быть неуклонно закрепленным в мысли «Я Брахман». Согласно сутре, это состояние постигается интуитивно. Вопрос. Другими словами, это значит уничтожить тело и все то, что с ними связано. Ответ. Скорее, это созерцание сознания, исключая объекты, освященные им. Вопрос. Как? Ответ. Это означает, что все объекты, освещаемые сознанием, не существуют благодаря только им самим. Они только воображаемы, подобно рогам на голове у зайца. Вопрос. Если они не существуют, как рога у зайца, то как же они появляются пред взором? Ответ. Только сознание сияет и ничто иное. Вопрос. Если существует только чит и ничего помимо него, то как оно сияет подобно телу и так далее?
Ответ. Это похоже на отображение в зеркале. Действительное значение агам тантрических текстов заключается в следующем. Сознание воистину есть самость, субъективная реальность, потому что его нельзя описать при помощи слова «это». Несамость сама по себе может быть описана подобным образом. Только тогда она может стать самостью, субъективной реальностью, которая есть едина и проходит через царство старых воспоминаний и возникающих новых мыслей. Будучи по своей природе чистым сознанием, она не может допустить развлечения и является той же самой в богах, асурах, людях и так далее. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что от нее никак не отличаются ни время, ни пространство, поскольку они пребывают погруженными в нее. То есть они не могут быть постигнуты при отсутствии сознания. И вне ее они не существуют, подобно рогу на голове зайца, то есть они просто несуществующие. Парама Шива, о котором говорится в шастрах, это всего лишь несломанное однородное сознание, самость. Его собственная сила, известная как майя, способна сделать невозможное возможным, скрывающая свою настоящую сущность и проявляющая свою загрязненность как авидья, невежество, порождает двойственность. Из этой двойственности воспринимаемое дришьям не имеет своего источника в Шиве, подобно ростку в семени. И при этом это не модификация, паринама, потому что материал, образующий ее, не является непрерывным в своем источнике, подобно глине в горшке. Более того, это также и не сверхналожение, виварта, подобно змее на куске веревки. Из-за двойственности воспринимающего и воспринято она не является приемлемым. Что же это тогда? Подобно тому, как зеркало, остающееся нетронутым, вследствие своей чистоты показывает внутри себя различные картины, также и чит являет своей силой объекты, освещенные ею внутри себя. При этом не должно возникнуть сомнения, что подобно тому, как зеркало требует соответствующих внешних объектов для их отражения, то требуется некий внешний мир, чтобы соответствовать отражению в чит. Потому что внешний объект не образует материал для своего отражения, но только производит его, подобно тому, как колесо и палка – суть действенные причины для того, чтобы создать горшок. Эти принадлежности являются переменными, потому что колесо вращается вручную. Также неразумно считать, что майя, собственная сила чит, есть действительная причина того, чтобы вызвать заметное изменение джагат в чит. Здесь не может быть никакого другого объяснения. Допустимо лишь то, что отражение соответствует виду того, что заметно в чит.
не может быть объекта внешнего по отношению к сознанию, потому что он не может быть освещен, чтобы быть отраженным. И при этом мир не возникает из-за своего отношения к чит, потому что это приведет к бесконечной регрессии. Даже в отсутствии чит мир должен всегда быть очевидным или неочевидным. Таким образом, все известные возражения были опровергнуты. Для рассмотрения деталей следует обратиться к прапти, бхижне и так далее. Следовательно, имеет ценность только такая концепция отражения. Глава 5. Об оковах и освобождении. Приводимая история будет более ясной, если ее пересказать следующим образом, согласно примечаниям комментатора. Перед творением моя мать, выступающая как чистый разум, дала мне, индивидуальной душе, подругу по имени Разумность, чье происхождение не может быть исследовано, но которая выступает как тонкое тело, позволяющее человеку ощущать наслаждение и боль. Разумность разрушается в момент смерти, но снова появляется как будто из ниоткуда во время перерождения. Она по своей природе яркая, сияет и остается незапятнанной. Позже мать связалась со злодеем, то есть невежеством, прогнавшим мою подругу, которая принялась блуждать вдали от меня, стараясь вырваться наружу. Хитрый злоумышленник оставался незамеченным моей матерью, потому что изгнанная разумность покинула чистый разум. Разумность была соблазнена невежеством и запуталась в объективных явлениях. Способность отличать одно от другого померкла, и эго стало отождествлять себя с умственными действиями. Вместе с исчезновением разумности исчезает и индивидуальность. Следовательно, они не могут существовать друг без друга. Вследствие своей врожденной чистоты она удерживала меня в своей власти. Поэтому я никогда не могла оставить ее. Разумность же, постоянно контактируя с невежеством Авидьей, все больше подпадала под его влияние, пока, наконец, ее новый друг не убедил ее искать наслаждений небесных или каких-либо еще, хотя и чуждых ей. Так что она, разумность, попала под влияние его, невежества сына, обмана, с которым у них были тесные и тайные взаимоотношения. Разумность не могла уклониться от моего присутствия, потому что разумность сияет только посредством индивидуального сознания. Я также впала в заблуждение вследствие своей дружбы с ней. Моя подруга с течением времени родила сына, который стал похож во всех отношениях на отца. Его злая природа развивалась по мере его роста, и он был весьма неустойчив. Это был ум. Он
Он обладал выдающимися способностями и мог летать. Но его действия совершались только согласно качествам, унаследованным от отца или бабушки по отцу. То есть они всегда были невежественными и глупыми. Разумность, таким образом, попала во власть темных сил, которые омрачили ее и вогнали во тьму. Она постепенно теряла интерес ко мне, чистому сознанию, но я продолжала ее бескорыстно любить. То есть сознание необходимо для интеллектуального восприятия, вне зависимости от того, невежественное ли оно или мудрое. Из-за моей непрерывной связи с разумностью обман пытался овладеть мной, но я оставалась чистой. Тем не менее, мне была предписана фантасмагория, связанная с разумностью, индивидуальное сознание. Таково невежество простых людей. Ум все больше и больше привязывался ко мне, поскольку интеллект почти полностью игнорировал меня и отождествлял себя с обманом. Так как ум рос в обществе сознания, его силы начинали все отчетливее проявляться. Он с разрешения своей бабушки, то есть управляемый невежеством, выбрал в качестве своей жены изменчивость. Ум наслаждался ею, потому что она могла полностью удовлетворить его. Эта пара породила 5 чувств. Эти чувства также заботливо воспитывались мною, индивидуальным сознанием, пока не смогли прочно встать на ноги. Чувства функционировали в сенсорных органах, и их отец ум мог проецировать себя через них и тоже радоваться. Его радости давали ему сиюминутное наслаждение и оставляли свои отпечатки, когда он старался оживить их во время сна, втайне от своей жены, которой были неведомы грубые качества. Желание захватило ум и постоянно требовало пищи. Оно все время росло, и уже ни он, ни его товарищи не могли удовлетворить его аппетиты. Постоянная связь ума с желанием породила страсть и жадность, 2 сына второй жены. Желание очень любило своих 2 сыновей, ум же был ими замучен. Страдания ума отражались на разумности. Я, индивидуальное сознание, была полностью скрыта активными темными силами, овладевшими разумностью и замучившими ее, казалось, до смерти. Страдая так долгое время, ум утратил всю инициативу и находился в тисках желания. Тогда он обрел во время творения город 10 врат, а именно тело с 10 отверстиями, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, рот, мочевые и фекальные отверстия и брахмарандхра, отверстие в черепе. Та же самая старая история страданий повторилась в новом воплощении и была еще хуже. Разумность, тем временем утрачившая саттвическое качество яркости,
уже почти не сияла и была вялой. Ум продолжал процветать в компании невежества, обмана и желания и так далее. Разумность не могла, с одной стороны, сторониться ума, но и не могла действовать в мое отсутствие с другой стороны. Мы все жили там вместе. И если бы меня там не было, то, возможно, никто бы в том городе и не жил. Я защищала их всех. Из-за своей близости с умом я становилась временами ничего не сознающей, подчас глупой, нервной, нерешительной, сердитой, раздираемой презрением и так далее. Поэтому невежественные люди относят меня к тому же классу, что и ум. Но мудрецы знают, что я никогда не была испачкана. Мое происхождение доказывает это. Моя мать является самой добродетельной, чистой, ни капли не запятнанной, более обширной, чем все окружающее пространство, и более тонкой, чем тончайшая, потому что она присутствует во всем и вся. Будучи всезнающей, она также обладает и неограниченным знанием. То есть она есть запредельная и индивидуализированная самость. Будучи всемогучей, она также и очень хрупкая. Она просто опора всех, но у нее самой нет никакой опоры. Она держательница всех форм, но у нее самой нет никакой формы, подобно отражающему зеркалу. Будучи вне содержащей, она ничем не обладает. Будучи сознательным принципом здесь и сейчас, она непознаваема. До нее, за ее пределами, ничего не существовало. Ее дочерей, таких как я, счесть просто невозможно. Моих сестер бесконечное число, как волн в море. Все они вовлечены, как и я, в дела своих подруг. Хотя я настолько запуталась в отношениях с разумностью, я все еще сравнима во всех отношениях со своей матерью, потому что я обладаю уникальным талисманом, могущим спасти меня от испорченности. Вернемся к моей жизни в городе. Всякий раз, когда ум был изнурен, он обычно спал на коленях своей матери. Когда он спал, никто из его сыновей или друзей не мог бодрствовать. Город тогда охранял его близкий друг Дыхание. Ум вместе со своей семьей имел обыкновение омрачаться невежеством. Я же, индивидуальное сознание, будучи свободной от всех препятствий, имела обыкновение приходить к своей матери, то есть полноте, и оставаться в блаженстве. Но я должна была уходить, как только жители города просыпались. Друг ума, Дыхание, проникала в целый город и всячески защищала всех граждан. И если бы его там не было, то всех жителей тут же бы разметало кого куда. Дыхание было связью между ними и мною. Оно получило от меня свою силу и власть.
Когда город пришел в упадок, он собрал всех жителей и отправился с ними в другой город. Таким образом, ум с помощью его друга правит в нескольких местах. Это относится к перевоплощению. Даже имея поддержку такого друга, как дыхание, даже будучи рожденным добродетельной разумностью и воспитанным мной, ум всегда испытывал страдания, потому что был предан своим двум неисправимым и жадным женам, которые безумно любили своих двух злых сыновей – жадность и гнев, и метался между своими другими 5 сыновьями – чувствами. Он не мог найти покоя, а они им манипулировали таким образом, что постоянно пребывал то в лесу, то в пустыне, то оказывался на изнуряющей жаре, то на лютом холоде, то в выгребной яме, то в темной пещере и так далее. Короче говоря, в различных адах. Его бедствия отражались на разумности, и я, слишком привязанная к ней, очень горевала. Кто может избежать зла дурной компании? Однажды разумность тайно обратилась ко мне за советом, то есть когда она случайно была свободна от мыслей. Я посоветовала ей беспристрастное поведение, и она обрела хорошего мужа, развлечения. Она стала сильнее, смелее, смогла подчинить себе ум и убить жадность, жажду и гнев. Другие 5 сыновей ума, а именно чувства, были отправлены в тюрьму. Вскоре после этого она стала добра ко мне и, наконец, воссоединилась со мной, то есть обрела нирвикальпа самадхи. Таким образом, она добралась до дома моей матери и обрела мир и счастье. Эта история показывает оковы и освобождение разумности, но не индивидуального сознания, то есть самости. Глава 7. О том, что цель достижима только после выявления Бога через веру, усилия, проверенную логику и преданность Ему. Иллюзия может быть преодолена только при помощи серьезной и несгибаемой преданности Богу. Но атеисты отрицают Бога и то, что Он создал Вселенную. Атеист. Откуда следует, что Ишвара – создатель Джагата, мира? Ответ. Потому что видимый Джагат и есть карья, последствия, и это артефакт. Вопрос. Действительно, горшок и так далее видны как результат какой-либо работы, но это не относится к горам, океанам и так далее. Ответ. Так как они состоят из частей, то они также должны были быть сделаны, созданы невидимой силой. Аксиома гласит, то, что состоит из частей, является карьей. Поэтому мир и так далее – все это только творение. Вопрос. У Параману, изначальной основной тонкой частицы, и Акаши, эфира, нет никаких частей,
Таким образом, джагат, который есть карья, должен состоять исключительно из них. Ответ. Нет, не только из них. Они, то есть Параману и Акаша, суть карья, потому что они воспринимаемы, познаваемы. То, что они суть карья, никак не отрицается тем, что они неразделимы. Они известны по своему взаимодействию. Это положение подтверждают многие священные тексты. Вот доказательства. Первое. Единый Бог создал небо и землю. Второе. Из самости вышла Акаша и так далее. Здесь слово Акаша подразумевает также и другие элементы. Вследствие своей познаваемости джагат должен быть карьей. Так как он карья, то предполагается его карта создатель, а он, естественно, является создателем Вселенной. Вопрос. Это относится к горшку и гончару, потому что и того, и другого можно увидеть, но в других случаях все совсем иначе. Ответ. Он полностью отличается от чего бы то ни было другого. Так Священное Писание говорит: не было тогда, то есть перед творением, ни сад, ни осад, ничего-либо, ни ничто. Не существует материала, чтобы создать этот джагат, и все же он сотворил его. Следовательно, он отличается от всех других творцов. Так определяется Создатель. Вопрос. Если довод, основанный на агамических текстах о том, что джагат есть карья, принять как неопровержимое, тогда также следует счесть уместным довод, основанный на Бархаспати Агаме, который гласит, что лока не имеет никакого создателя, но возникает исключительно согласно природе. Сноска. Лока – мир. Определяют три сферы существования Вселенной. Первая – чувственный мир Кама-лока или мир пяти чувств. Тонкоматериальный мир Рупа-лока. Третье – нематериальный мир Арупа-лока. Чувственный мир охватывает ады, Нирая, животное царство, Таричхана-йони, сферу духов, Преталоков, мир демонов Асурья-никая, человеческий мир Мануша-лока и 6 низших небесных миров. Ответ. Это только лишь подобие Агамы. Вот некоторые извлечения из нее. Земля, воздух, огонь и вода – суть 4 воспринимаемые чувствами элемента. Никакой иной пятый элемент чувствами не воспринимается. Лока состоит из меняющихся комбинаций этих 4 элементов. И также сам каждый момент меняется, так каждое последующее изменение этой комбинации составляющих подобно предыдущему. Лока обладает природой только этих комбинаций, а сам по себе пребывает в покое. Подобно тому, сахарный раствор приобретает со временем силу опьянять. Также комбинация яйцеклеток и семенной жидкости в чреве обретает разумную силу, способную действовать и познавать. Подобно тому, как опьяняющая жидкость называется вином, также и наполненное разумом тело называется пуруша, человек. Цель человека – наслаждение,
и оно дает ощущение рая, тогда как боль называют адом, но оба они естественны. Их комбинация образует жизненный цикл сансару. Подобно тому, как через некоторое время опьянение проходит, так же ведет себя и разум. Его полное исчезновение мудрые называют мокшей – освобождение. После смерти нет никакого рая или ада, куда можно было бы отправиться. Таково учение Чарваки, которое было уже опровергнуто всеми другими школами мысли. Уже было сказано, что Бархаспати Агама лишь подобие Агамы, потому что она выступает против других Агам. Теперь же она еще и выступает против всеобщего опыта. Самсара, являясь непрерывной чередой рождений, смертей и так далее, полна боли. Нужно найти и обезвредить ее причину. Самсара также закончится высшим блаженством, что является высшей целью человека. В это верят те, кто стремится к освобождению. Это подтверждается священными текстами и логикой. Поскольку это так, то допустить прямое восприятие как единственное действенное доказательство и на его основании утверждать, что смерть – это единственная цель, означает считать шастру всего лишь шастрой. Поэтому упомянутую агаму мудрецы не считали полезной для достижения высшей цели человека. Того, кто придерживается учения Чарваки, утверждая, что целью человека является лишь сватманаса, утрата своей самости, нужно спросить: говоря о сватманасе как о цели, что ты имеешь в виду? Это мгновенная утрата или утрата цепочки, или же обычная потеря, как это обычно воспринимают все? Первое исключается согласно тебе, потому что разум, который и есть «я», мгновенен. Цель обретается каждое мгновение, и для этого не требуется никаких усилий. Другие два предположения невозможны согласно твоим взглядам. Поскольку во время растворения собственного «я» человека, сватманасы, не остается ничего, что можно было бы кому-либо приписать, свасья, поэтому утрата собственного «я» недостижима, и оно не прекращается ни при какой пурушартхе, человеческом усилии. Если ты скажешь, что эта самая недостижимость и есть самостоятельная пурушартха, тогда она может даже привести к утрате другого «я», потому что нет никакой свасьи. Опять же, касательно пурушартхи, потери человеческого «я», сватманасы, она основана на какой-либо прамане, силе или нет. Прамана. Сноска. Источники истинного знания, очевидность или правильное представление. Средства, при помощи которых достигается точное знание о мире. Доказательство, стандарт, идеал, авторитет, мера, эталон, соответствие. Возврат к тексту. Если ты скажешь «нет», тогда она является несуществующей, как рога у зайца.
И если ты скажешь «да», то встает вопрос, на какой именно прамане. В качестве доказательства ты допускаешь только прямое восприятие. Для этого объект должен присутствовать здесь и сейчас. Согласно тебе, прошлое или будущее не могут быть доказаны. Для тебя, который допускает в качестве доказательства только прямое восприятие, говорить, что разум – это последствие, подобно опьяняющей силе перебродившего сахара, означает сказать «у меня нет языка». Твоя шастра не была упомянута ни одним из всезнающих святых. Она суха и лишена смысла. Таким образом, мы имеем дело с атеизмом. Теперь рассмотрим школу Сангхья. Представители этой школы Паринамавади, то есть они утверждают, что Джагат первоначально содержался в своем источнике в тонкой форме. Следовательно, он существовал раньше, он существует сейчас и будет существовать потом. Это Сат-Вада. Они говорят, что Джагат не был создан разумным существом, что его источник – неразумный принцип пракрити, которому присущи три составляющих его качества – саттва, раджас и тамас, пребывающие в равновесии. Сам же он лишен разума и поэтому не может сделать ничего разумного. Он инертен, джада. Тем не менее, ему не требуется какой-либо сторонний посредник, чтобы превратиться в джагат, в отличие от глины, которой нужно, чтобы гончар слепил из нее горшок. Он переходит в джагат сам по себе, и таким образом образуется источник джагата. Таково вкратце безбожное учение Сангхья. Далее, саттве пракрити, яркому аспекту, он ясен, как зеркало. Таким образом, он может в размышлениях Пуруши становиться разумным принципом и отражением Вселенной, инертной природой ее тамасичного аспекта. Вследствие этого союза отраженного наблюдателя и наблюдаемого Пуруша становится связанным с авивекой, неотличным качеством пракрити. Сноска авивека – неведение, отождествление сознания с материей. Возврат. Таким образом, человек может сказать «мне ведом горшок», то есть любой объект. Это формирует его неправильное отождествление, и это только его самсара. Если, однако, посредством вичары, исследования, он узнает, что отличается от пракрити, то пракрити сразу же покинет его, как обнаруженный вор. Это и будет концом неправильного отождествления человека. Это составляет мукти, так они считают. Сноска. Мукти – высвобождение, освобождение, конечное отрешение сознания от цепи рождений и смертей и от иллюзии майи. Возврат к тексту. Согласно их взглядам, Вселенная освещается своим отношением к чит-пуруше, которое отражается в пракрити. Что касается этой отраженной чит, действительно ли она лишена разума,
как и ее основа Пракрити, или же она разумна по своей собственной природе? В первом случае освещение Вселенной невозможно. При определенном противопоставлении этому, если ее осветить, тогда саттвический аспект Пракрити может служить этой поставленной цели, а отраженная чит будет избыточной. В последнем случае нет никакой потребности в отраженной чит, так как прямого отношения с самой чит вполне достаточно. При этом нельзя сказать, что подобно тому, как зеркало не способно само по себе осветить некий объект, когда на нем отражен солнечный свет, оно просто освещает этот объект. Для этого же требуется и отраженная чит, потому что солнечный свет не требует никакой среды. Зеркало делает все для того, чтобы освещать объекты. При этом также нельзя сказать, что отраженная чит разделяет качества как Пракрити, так и чит, или в целом отличается от одной из них или от обеих. В первом случае это невозможно, подобно тому, как не могут появиться вместе тьма и свет. А в последнем случае это не сходится с твоей доктриной Апасидхантой. Апасидханта – это ложные философские заключения. Кроме того, Пракрити, естественно активная в присутствии Пуруши, не может прекратить быть таковой после начала развлечения. Вивека – Джнанатарам, потому что собственная природа не меняется. Поэтому эти оковы невозможно превзойти, принимая свою систему. Мы видим, что горшок и так далее сотворены гончаром и так далее, наделенным разумом, поскольку все это происходит согласно некоему плану. Я сделаю горшок так-то или так-то. Так как для того, чтобы сделать горшок, требуется разум, то джагат не может быть результатом неразумного принципа Пракрити. Слово «неразумный» используется здесь преднамеренно, чтобы показать, что, например, портрет гончара не может создать горшок. Шрути, сноска, шрути – услышанные священные писания, обладающие безусловным авторитетом, Веды и Упанишады. Религиозное откровение – часть Вед, в которой ученик слушает и сразу же записывает указания гуру по поводу истины и сознания. Шрути гласят: «Он, Бог, думал, я создам мир, я явлю имена и формы» и так далее. Изначальное существо думало и явило миры, не имея в своем распоряжении никакого подручного материала, как фокусник, создающий иллюзорные объекты. Следовательно, справедливой является анумана, вывод. У джагата и есть разумный творец, потому что он карья, подобен горшку и так далее. Это означает, что только разумное существо может быть создателем джагата, но никак не разумный принцип Пракрити. Более того, чтобы установить инертную Пракрити в качестве создателя джагата, Сангхья не может привести ни одного настоящего доказательства. Вопрос. Хорошо, я признаю, что в качестве создателя джагата выступает некое разумное существо. Несомненно, для производства горшка необходим гончар,
Также и у Джагата должен быть Создатель, но он не должен быть Парамешварой, Господом всего. Сноска. Парамешвара – высочайший повелитель, эпитет божества как высшей духовной реальности – Шивы, Вишну, Индры. Ответ. Он должен быть Парамешварой вследствие непрекращающегося удивления его чудесам, тому, что земля покоится среди вод, а все это находится в пустом пространстве и так далее. Чтобы сотворить такие чудеса, Создатель должен обладать чрезвычайной властью и силами. Эти силы должны быть неизмеримыми, а его способности бесконечными. Поэтому он должен отличаться от обыкновенного ремесленника. Мы видим, что любая целенаправленная деятельность требует мастера, который бы ее осуществлял. По этой же причине бесконечная Вселенная должна обладать бесконечной силой для своего Творца. К настоящему времени уже определено существование Ишвары. Теперь мы определим, что Он единственное прибежище всех. Полностью и искренне покорись Ему, отбрось все лишнее, просто верь себя Его заботе. Если вдруг с другой стороны появится какое-либо желание, то только половина твоего сердца будет с Богом, а другая половина будет пребывать с твоим желанием. Поэтому покорена будет только половина или какая-то часть, что недостаточно. Только полное покорение Ему тела, сердца и души приведет к вечному блаженству. Ишвара дарует своим преданным всю полноту. Вопрос. Верно, что люди, которые занимают высокое положение, удовлетворяются служением других, но они отвечают собственным желаниям лишь частично. Однако Ишвара, будучи самодостаточным, не имеет никаких желаний, и его невозможно удовлетворить служением. Почему тогда ты говоришь, что он получает удовлетворение и исполняет все желания преданных? Ответ. Можно сказать, что вследствие его любви к своим преданным их преданность вызывает определенный божественный эффект, проявляющийся в любви Бога по отношению к ним. Поэтому происходит автоматическое выполнение всех их желаний. Кроме того, нет никакой уверенности в силе мирских людей. Уверенность есть только в силе Бога. Поэтому преданный уверен в своей цели. Вопрос. Как возникает такая уверенность? Ответ. В противном случае Бога смогут осуждать. Неуверенность в реакции Бога или в Его ответе означает неуверенность в результатах повседневных действий и несвоевременный конец самсары, установленный им. Если ты желаешь обрести высшую цель, то не следует бездумно стремиться к ней или искать ее. Просто полностью покорись Богу, и Он вознесет тебя в высшее состояние. Таким образом, разрешаются различия во мнениях относительно средств освобождения и сомнения касательно этих средств. Вопрос. Что есть Бог?
Некоторые говорят, что это Шива, другие, что Вишну, Индра или Ганеша и так далее. Кто среди них является высшим? Ответ. Богу не свойственны никакое имя, никакая форма. Однако никто из них или же Он, все они. Он не является личным Богом, Он только чистая чит. Вопрос. Но творение, сохранение и разрушение требуют использования каких-либо членов и материалов. Ответ. Так обстоит дело с рабочими, чьи силы и цели ограничены. Это справедливо для грубых тел, но во время сна грубые тела не действуют и нет никаких средств, ни целей, и все же создаются целые миры, ведется деятельность, идут сражения, возникают и исчезают империи, все это вызывает чит. Если бы до творения существовал какой-либо материал для создания джагата, то такой материал был бы вечным и сам несотворенным. Тогда мы должны были бы допустить, что Ишвара – создатель части джагата, что противоречит утверждению, что он всесоздатель. Также, будучи только результативной, а не материальной причиной джагата, он не смог бы быть более Ишварой, а был бы просто умелым ремесленником. Кшемараджачарья говорит: те, кто считает, что Ишвара – это всего лишь результативная причина, ставят его наравне с похотливцем, запутавшимся намеками гулящей женщины и не обращающим внимания на свою жену. Те, кто считает отправной точкой творения положение, гласящее, что Ишвара – это только результативная причина и сам результат, джагат, не смогут снова войти в бытие. Перед творением были параману, изначальные неделимые тонкие частицы. По воле Ишвары они соединились друг с другом и произошло творение. Сноска. Раджанака Кшемараджа, примерно 975-1025 года, индийский философ, представитель интенсивно развивающейся в средние века в Кашмире школы Трика, манического шиваизма. Согласно кашмирскому шиваизму есть три персонифицированных проявления единой реальности. Первое – высшее проявление Шива. Второе – высшая творческая энергия Шакти. И третье – духовный атом Анну, иногда Нара, человек. Пассивно-созерцательное в проявленной реальности олицетворяет Шива, а Шакти выступает в роли активно творящей космической силы. Но различие между ними только формально языковое, а по сути они есть единое. Человек есть полное, но ограниченное проявление единой реальности, в котором постоянно на разных уровнях существует связь с ней в виде вибраций спанда, персонификацией которых является Шакти, динамический аспект реальности. Единственное, кто может помочь смертному осознать свою принадлежность к единому, вернуть потерянное знание,
что он есть одно с Шивой. Подобное просветление становится возможным только по доброй воле Шивы. Параману – термин для обозначения атома. Параману вечные, а складывающиеся из их различных сочетаний тела возникают и уничтожаются под божественным воздействием. Параману различаются между собой не только количественными характеристиками по форме, весу, положению, но и качествами, свойствами бхут. Возврат к тексту. Но такого быть не может. Замечено, что только разумное существо отвечает на пожелания другого существа. Это не свойственно инертному объекту. Параману, будучи нечувствительными, не могут реагировать на волю Ишвары. Возражение. Удивительная сила Ишвары такова, что даже инертные параману становятся послушны его воле. Ответ. Действительно, силы Ишвары неизмеримы и бесконечны. Именно благодаря своим необычным силам он создает джагат даже при полном отсутствии материала для этого. Если, несмотря на это, как говорят, параману – это материальная причина, то это происходит вследствие упрямства ума, склонного к двойственности. Тем самым опровергается теистическая школа Санкхья, то есть Патанджала или школа йоги. В нашей системе, основанной исключительно на агамах, являющих всесильное высшее существо, полностью способным совершать любые деяния и так далее, нет ни малейшего изъяна. Возражение. Чтобы объяснить различные виды существ и так далее, а также устранить обвинения в пристрастности и жестокости в отношении Ишвары, каждая школа мысли допускает, что причиной различий является карма. Это твое допущение искажает твои положения, поскольку к добавлению к Ишваре для творения необходима также и карма. Таким образом, он не всесилен. Ответ. Действительно, это утверждение остается непреодолимым для сторонников двойственности. Что же касается сторонников недвойственности, джагат содержится в чит, как изображение в зеркале. Также обстоит дело и с кармой. Она не есть нечто внешнее по отношению к бесконечному высшему разуму, Парамешваре. И в нашем утверждении нет ни малейшего несоответствия. Возражение. Даже если это и так, то замечено, что горшок сделан гончаром. Он создатель горшка, и поэтому Ишвара не всесоздатель. Ответ. Гончар не является внешним по отношению к Ишваре. Опять же, подобно тому, как царь остается единственной правящей силой, даже при том, что его слуги не сидят на месте, также и деяния Ишвары проявляются через его посредников. Вывод. Высшее существо – это единственный разум, безымянный, бесформенный, бестелесный, бесконечный, недвойственный и полный блаженства.
Это непостижимое для загрязненных умов существо ощущается в своих различных формах, согласно способностям людей. Однако преданность любой форме или имени Бога очищает ум так, что человек в конце концов растворяется в этом высшем существе. Глава 9. Природа чистого знания. Даже после значительных прилагаемых усилий самость остается неосознанной, потому что садхака не ознакомился с нею и не признает ее даже в ее присутствии. Сноска. Садхака – занимающийся садханой, духовный искатель, движущийся по духовному пути к самореализации, практикуя определенную форму садханы. Возврат к тексту. Теперь слушай. Обузданный ум остается в течение некоторого времени инертным. В конце начинает восприниматься тьма. Прежде чем наступит тьма, наблюдается интервал чистого знания, которое не воспринимает тело или окружающую среду. Только это чистое знание сияет наряду с объектами. Когда ум достаточно активен, обуздан, оно сияет само по себе. Такое состояние чистого знания называется остаточным состоянием – сеша-бхава. Его никак нельзя избежать, потому что, будучи самосияющим, оно сияет само по себе. Человек, который только что очнулся ото сна, говорит: «Долгое время я ничего не осознавал». Такое остаточное состояние и есть чистое знание, лишенное объектов. Всегда размышляй: «Я есть». Это состояние блаженства, выходящее за пределы восприятия великих пандитов, йогов или даже садхаков. Хотя джагат и разнообразен, его можно классифицировать на две группы – знание и познаваемое. Познаваемое устанавливается прямым восприятием, выводом и так далее, и это всегда не самость. Так как оно не самость, его не стоит исследовать, поэтому здесь будет исследоваться только одно знание. Будучи самоочевидным, оно не требует никакого внешнего свидетельства. В его отсутствии не может существовать ничто иное. Будучи фоном всего, подобно зеркалу и изображением, отражающимся в нем, ничто не может без него сиять. Таким образом, его никак нельзя устранить. Возражение. Неразумно говорить, что ничто не может без него существовать, потому что доказываемое доказывается при помощи доказательств. Ответ. Если доказательство верное, то с его помощью устанавливается доказываемое. Верность доказательства узнается по доказанному. Поскольку все взаимозависимо, то говорить так абсурдно. Но без того, кто знает, доказательство не имеет никакой силы, то есть можно сказать, что познаваемого просто нет.
Доказательство лишь доказывает некий факт, но само не является фактом. Если ты возражаешь, говоря, что знающий также может быть известен только посредством доказательства, то я отвечу, что должен существовать другой знающий, который будет знать или отрицать первого знающего. Поэтому мы говорим, что знающий уже самодоказан и не требует, чтобы некое стороннее доказательство установило его существование. Будучи сознательным, будучи всегда самосветящимся, он не требует никакого доказательства, подобно самосияющему солнцу, которое не требует, чтобы его освещали свечкой. И если вдруг найдется тот, который примется отрицать само чистое знание, познаваемое зависит от знания, и оно не может существовать в отсутствии знания, то он не сможет ни поставить вопрос, ни ожидать ответа, то есть сказать: «Все это будет вне рассмотрения». Чистое знание означает состояние осознанности, свободное от объективного знания. Это знание, остающееся нетронутым. Такое состояние образует интервал между глубоким сном и состоянием пробуждения. Его нужно от них отличать. Глубокий сон означает состояние покоя ума. Пробуждение состоит из серии отрывков знания. В нем объекты воспринимаются при помощи чувств, поскольку они являются внешним по отношению к уму, тогда как во время сна ум един с чувствами, и его скрытые возможности воплощены и восприняты в пределах самого себя, подобно частицам пыли в воде. В состоянии глубокого сна, которое наступает после простого сна, ум вместе с чувствами погружается в источник пракрити. Тогда становится преобладающим тамасический или темный аспект пракрити. Он подавляет сатвический и раджасический аспекты. В этом состоянии самость сияет неотчетливо, как солнце позади сумрачных облаков. В интервале между глубоким сном и пробуждением ум продолжает обращаться вовнутрь и не может отражать объекты, которые являются по отношению к нему внешними. В то же самое время тамас пракрити теряет свою твердость и перестает скрывать самость. Таким же образом самость, которая есть чит, начинает сиять невоплощенно, то есть как неразбитое на части знание. Также обстоит дело и с интервалами сломанного знания. Фон, а именно чистое знание, остается разрушенным в интервале знания горшка, сопровождаемого знанием куска ткани и так далее. Знание горшка
не продолжает самостоятельно существовать как знание куска ткани. Разница между ними очевидна. В интервале между двумя видами знания сохраняется чистое знание, лишенное двух форм. Это отрицать нельзя. Это есть сам вид знания, сияющее благодаря своим собственным качествам. Сам вид – это видящий или эго. Подобно тому, как вода проходит по трубам в канаву, чтобы орошать поле, и смешивается с водой, которая уже была на поле, так и в момент восприятия сам вид видящего проходит через чувство, чтобы соединиться с сам видом объекта. В этом случае чит остается как тело видящего, его ум и так далее. В небе оно пребывает как солнце, в пространстве оно покрыто завесой. Сам вид лишено формы, это изначальное состояние. Все это указывает на интервалы, которые суть места сознания самости. Самость не более чем все это. Чистая чит, лишенная объективного знания, и есть истинная самость. А если ее осознавать как самость, то Вселенная предстанет только образом, отраженным в зеркале чит. И так будет реализовано состояние бесстрашия, потому что образ тигра, отраженного в зеркале, не вызывает страха. Глава 12. О том, что космос – не что иное, как разум. Некоторые говорят, что Джагат – это продукт невидимых изначальных частиц. Оставаясь отличным от его источника, он в конце полностью исчезает. То, что единичные первичные частицы дают начало двойственным частицам, выведено из делимости последних. Согласно утверждениям этой школы, процесс творения заключается в следующем. Зрелая адришта людей, результат предыдущей кармы, сохраняющейся в тонкой форме, вкупе с волей Ишвары побуждает инертные первичные частицы к активности. Начинают последовательно образовываться двойственные, тройственные и так далее частицы, вызывая образование объектов Вселенной. Результат полностью отличается от изначальной причины. Во время растворения Вселенная исчезает, подобно рогам зайца, то есть прекращает существовать. Опровержение. Не следует говорить, что горшок не существует перед его созданием. Он в определенном смысле уже существует. Позже он становится несуществующим при своем уничтожении. Вследствие противоположности бытия и небытия одной и той же самой вещи.
Противник. Это не так. Хотя наблюдается противоречие в определениях бытия и небытия одной и той же самой вещи, нет никакого противоречия в терминах отношений самьюга, например, обезьяна находится на дереве или обезьяна не находится на дереве. Ответ. Нет, бытие полностью проникает в объект, тогда как в смысле отношений такое проникновение отсутствует. Это, конечно, противоречит небытию. Один и тот же самый объект не может быть одновременно желтым или не желтым. Противник. Природа объекта должна определяться только исходя из опыта. Проникновение применимо к неразрывному союзу материальной причины объекта в пространстве, но оно не применимо к бытию или небытию объекта во времени. Например, горшок существует или же нет. Ответ. Один и тот же самый объект не может в одно и то же время и сиять, и не сиять. С другой стороны, как ты думаешь, что касается противоположного опыта? В одно и то же самое время, например, синий тамос перемещается, потому что один и тот же самый объект по своей саттвической природе отражает свет, а по своей тамасической природе остается темным, таким образом вынуждая проявляться свет и вызывая бытие тьмы. Это не совсем согласуется с моим утверждением, что один и тот же самый объект не может быть и желтым, и не желтым в одно и то же самое время. Поэтому очевидно, что бытие и небытие, конечно, противоречат друг другу во времени и пространстве. Противник. Как это правило может применить, чтобы вызвать бытие тьмы, наблюдая только при помощи света глаза? Этого не может быть. Ответ. Ты не прав. Чтобы объяснить опытные результаты, используют различные методы, потому что одно и то же самое правило может не работать во всех случаях. В теории скопления частиц перед творением также указывается и на другие, помимо отмеченных, факторы. Они связаны с предполагаемым скоплением, например, бытием и небытием одной и той же вещи. Опять же, первичные частицы не могут быть неделимыми. Также невозможно доказать их отделенность друг от друга, потому что они смешиваются, чтобы сформировать двойные частицы и так далее. Противник. Изъяны нашей теории на нашей совести, так же, как и изъяны прочих теорий на совести других. Ответ. Да, это так. Это свойственно всем видам теорий двойственности. Но применительно к Адвайте они становятся украшениями, подобно стрелам, нацеленным Бхагадаттой на Васудеву, который воспринимал их как украшения. Глава 14. Процесс творения. И если творение
это просто воображение, а чит всегда неизменно. Как может утверждать, что творение происходит из чит? Ответ. Ответ на этот вопрос основан на шрути. Поскольку авидья, то есть невежество, есть первопричина творения, ее происхождение уже объяснено и далее будет подтверждено 36 основными принципами. Чит, конечно, неизменно. Зеркало, как мы видим, отражает в себе небо. Точно так же и чит представляет в своих пределах нечто, что нам предстает как внешнее. Но так как внешнее небо есть просто результативная причина, то его отражение видно в зеркале, тогда как внешнее чит обусловлено исключительно присущей ей силой. Различие здесь в разумной природе чит и инертной природе зеркала. Так как все творение развивается из этого внешнего, то говорят, что это и есть первое творение. Это явление называется авидья или тамас, невежество или темнота. Вопрос. Так как чит неделима, как впоследствии этого явление может возникнуть как часть? Ответ. Это неудивительно, поэтому оно и называется явлением. Оно не часть, но похоже на часть. Когда единое целое кажется разделенным на части, оно называется явлением, а не фактом. Парамешвара – это чистый разум, в целом свободный от всего, следовательно, он независим. Инертная вещь зависит от внешних факторов, которые помогают сделать ее или другой объект познаваемыми, тогда как высший разум независим от внешних факторов, которые могут сделать его или что-то иное познаваемыми. Этот фактор, независимость, также называется шакти, крия, действие, вимарша, обдумывание и так далее. И он проявляется во время творения как джагат, а потом остается только как чистое бытие, потому что осознавание чистого бытия продолжается до момента растворения. Поэтому такая независимость – это присущая Шиве особенность. В конце растворения в то же самое чистое бытие, постепенно соединяясь с Адриштой, вынуждает самость Сварупу делиться на части, то есть становиться ограниченной. Иначе говоря, это проявление внешнего. Проявление ограничения – это, очевидно, проявление пространства Акаши, отличного от самости.
Когда человеческая рука сломана на две части, сломанная ее часть больше не соответствует понятию «я». Также и внешнее больше не соответствует понятию «я». Оно отличается от «я». Под ним больше не подразумевают «я». Такое разворачивание несамости считается раскрытием пространства семени, то есть дремлющего джагата или джадашакти, инертной силы. Таким же образом, совершенная чит, своей собственной силой, представляющая в своих пределах явление авидии, в отличие от себя самой, называется первым шагом к творению. Ведантисты называют это корнем авидья мула авидья. То, что здесь определяется как независимость, есть не что иное, как чит, свободная воля. Это предполагает три состояния. При растворении она остается просто как сила, которая является скрытой, потому что она есть нирвикальпа, то есть состояние, лишенное изменений или проявлений. Непосредственно перед творением, то есть перед тем, как объекты примут форму, эта сила считается майей. Когда формы начинают проявляться, та же самая сила называется джада-шакти. Все эти имена указывают на одну и ту же шакти. Шри Кришна сказал: земля, воздух, огонь, вода, эфир, ум, разум и эго составляют мою низшую пракрити. От нее отличается моя пара пракрити, которая имеет форму джив и сохраняет джагат. Первая, восьмичленная пракрити, составляет джада аспект как карья, тогда как последняя пара пракрити есть чит шакти, образующая фон для джагата, подобно тому, как зеркало является фоном по отношению к отраженным в нем образам. Следовательно, можно утверждать, этим поддерживается восьмичленная пракрити. Однако мы должны признать, что даже перед появлением инертной силы восьмичленной пракрити, указанная выше чит-шакти, свободная воля, уже сосуществует с адриштой людей и ее подпитывает. В противном случае Ишвару можно будет обвинить в пристрастности и жестокости, а также в других грехах. Но допущение адришты погружает нас в двойственность. И новой проблемой выступает время. Действительно ли время – это природа Ишвары? Или же оно от Ишвары отлично? В любом случае, так как при растворении нет упадхи, чтобы различить одно от другой, а один и тот же самый принцип остается однородным с начала растворения до его конца, то адришта людей, оставаясь погруженной в авидью, может, вероятно, подпитывать следующий момент растворения, и у творения может появиться вневременное начало. Сноска. Упадхи.
Упадхи – это ограничения, наложенные на «я» через неведение, посредством которых человек привязан к мирской жизни. Возврат к тексту. В ответ на это Шаткарьявади говорят: перед творением все карьи остаются погруженными в майю в тонкой форме. Теперь же, когда время и Адришта пребывают вместе в майе в тонкой форме, в некий момент времени возникает тонкая Адришта. Майя, будучи шакти самости, то есть чит, не отлична от нее, и поэтому учение Адвайты представляется достаточно надежным. Другие учения объявляют, что творение напоминает сон, фантазии или волшебство, не предлагая никакого объяснения, подобно тому, как вода миража не годится для обсуждения. По той же самой причине в различных шрути факторы творения отличаются друг от друга. Они стремятся убедить ум, что существует только самость, а творение не отлично от нее. Таким образом, в Парамешвара Агаме утверждается: нет никакого творения, нет никакого цикла перерождений, нет никакого сохранения или какой-либо кармы, закона. Существует только разум и блаженство. Это и есть самость. Глава 16. Эго. Самость сиятельна вследствие своей самосияющей природы. В момент восприятия объектов, таких как горшок, исчезает чувство эго отождествления с телом. Нет никакого опыта, связанного, например, с цветом кожи и одновременно с восприятием объектов. Иначе можно было бы подумать: я светлый или я темный даже во время восприятия горшка. Другими словами, когда воспринимается объект, он предстает как несамость, подобно телу, известному как мое тело. Нельзя сказать, что самость не сияет, как я, одновременно с восприятием объектов. Если это будет так, то объекты не могут быть восприняты, потому что если нет света для освещения объектов, они не воспринимаются. Также нельзя сказать, что нет сияющего «я» – спуртхи, потому что тогда подразумевается некая отличительная форма сияния, а не блеск чистого света. Это будет также подразумевать инертность. Поэтому самость сияет как чистое «я». Вследствие этого те, кто считает такое знание самоочевидным, допускают возможность высказывания: опыт «я знаю горшок», но не у меня есть знание горшка. Если предположить, что самость не сияет сама по себе даже во время нашего объективного восприятия, то будет неразумным отклонить сомнение, я существую или нет. И при этом нельзя сказать, что одновременно с объективным восприятием эго сияет, то есть проявляется, и оно идентично телу и так далее. Если во время восприятия объекта форма объекта не проявляется,
то тело не может само проявиться во время ощущения тела и так далее. Из этого не следует, что в знании он-чайтра разум, а именно самость чайтры определяется словом «он» и проявляет выходящее за пределы свое эго-тело, потому что по отношению к нему эго чайтры остается неослабленным, то есть он в любом случае испытывает чувство своего эго. Нельзя отрицать существование «я» в состоянии глубокого сна и самадхи. Все допускают его длительное существование в подобных состояниях вследствие воспоминания опыта в тех двух состояниях. Действительно, самость в тех состояниях остается непрерывной, но она не может быть обозначена как «я», поскольку первое состояние есть неизменное сознание, а второе – это модус сознания. Ответ на такое возражение, согласно мудрецам, сведущим в агамах, звучит следующим образом. «Я» бывает двух типов – обработанный и необработанный разум. Обработанность означает распознавание, следовательно, обработанный разум – это разум распознающий. Другой тип разума – нераспознающий, то есть необработанный. Когда эго воплощено как тело и так далее, оно является обработанным и распознающим. Но в состоянии глубокого сна и самадхи сознание остается невоплощенным и нераспознающим, поэтому оно не обработано. Из этого не следует, что допущение «я» в самадхи ведет к допущению триад, например, познающий, познание и познанное. Так как «я» остается как нечто лишенное «не я», то здесь нет никаких триад. В Пратьябхижне сказано: «Хотя я сияю как чистый свет, это лишь слово в тонкой форме». Такое эго не есть некий модус. Такова доктрина Адвайты. Этот необработанный разум является лишь знанием «я». Агамы говорят о нем как о совершенном эго или совершенном знании. Поскольку это состояние позже находит слова для своего описания, говорится, что оно есть слово, но это не означает слышимое слово. Это слово в тонкой форме, которое остается невысказанным. Совершенное эго не может отрицаться в необработанном сознании, потому что оно стремится к инертности. Бхагаван Харина сказал: если слово обозначает развлечение в вездесущем свете, то можно сказать, что вид не сияет сам по себе. С другой стороны, слово указывает на глубокое рассмотрение. Пратьябхижна говорит: обдумывание проясняет самосияющий свет. Если бы это было не так, то есть если бы свет сиял только при контакте с объектом, то он был бы инертен, подобно кристаллу. Бхагаван Шри Шанкара также говорит, что
что самость, а именно чит, всегда сияет, как я. В Вивека-чинтамане указано то, что всегда распространяет свет, как я, через детство, состояние пробуждения и так далее, которые накладываются на него. Невосприимчивость состояния глубокого сна. Хотя самость, которая является чит, есть чистый разум, она не похожа на твердую скалу, потому что она тогда была бы связана с инертностью. Это чистое, сверкающее осознавание. Его яркая природа отлична от различных ярких объектов, таких как пламя. Такое осознавание называется также разумом, обдумыванием, светом сознания, деятельностью, вибрацией, высшим эго и так далее. Вследствие своей природы высшее существо способно к творению. И об этом также упоминается в Саундарья-Лахаре, шлока 1. Неверным будет утверждать, что Парамашива остается соединен с силой Майи, которая неописуема, анирвачания и иллюзорна. И если джагат ложен, не существует, подобно рогам зайца, то его творение тоже нужно объявить таковым. Не следует говорить, что природа Бога расточительна, потому что мир идет к пустоте, то есть шунье. И если джагат считать несуществующим, подобно рогам зайца, то утверждения Шрути, такие как «из кого произошли все эти элементы, все эти существа» и так далее, составили бы бред сумасшедшего. И при этом также не следует говорить, что принятие высшего разумного существа, сопровождающееся отрицанием действительности джагата, есть шунья-вада, потому что ложный джагат, включая высшую действительность, внутренне противоречив. Правильное положение таково: высшее существо проявляется как джагат или кажется джагатом. Если ты оспариваешь это, то результатом спора будет двойственность, тогда как Шрути гласят: здесь присутствует лишь одна самость и ничто другое, здесь нет многих. Послушай, ты не понимаешь Адвайта Шастру. В шастрах нигде не говорится, что джагат нереален. Напротив, они провозглашают учение Адвайты несомненным. Шрути, в которых говорятся такие вещи, как «Он стал всем», только недвойственное высшее бытие сияет, как Вселенная, утверждает, что джагат реален, и таким образом усиливается концепция недвойственности. Хотя город, отраженный в зеркале, кажется другим, он все же не может существовать без зеркала и является ничем иным, как зеркалом. Таким же образом, джагат, при том, что он кажется чем-то иным, есть не что иное, как высшая самость. Таким образом утверждается недвойственность. Как в Шрути-мантре, которую ты
процитировал, здесь нет многих, отрицание относится только к двойственности и ни к чему другому. Поэтому говорить, что джагат нереален, признак невежества. Мудрецы знают, что истинное знание заключается в понимании того, что все есть Шива. Сутта Самхита гласит: говорить, что горшок и прочие вещи нереальны, есть невежество. Правильно говорить, что горшок и прочие вещи реальны. В этом заключено истинное знание. Таким образом, высшее разумное существо своей собственной высшей силой Майи проявляет себя как эта удивительная Вселенная. Во Вселенной, проявленной таким образом, видеть дживу, отличной от высшего, есть двойственность, которая определяет оковы человека. Знание недвойственности составляет освобождение. Его независимость, сватантра, свободная воля, отражение Вселенной, отражение человеческих «я», отражение оков, отражение освобождения – все это представлено посредством его собственной независимой силы внутри него самого. Подобно фантазии, все это зависит от его силы проявления, которая неотличима от высшего разума. Таким образом, наша система свободна от какого бы то ни было клейма. Сила размышления у высшего существа всегда остается постоянной. Однако в состоянии глубокого сна отражение инертности джада-шакти скрывает ее и ослабляет ее. Хотя высшее существо и личит в это время блистают во всей своей полноте. Мудрецы провозгласили это состояние инертностью или невосприимчивостью. Глава 17. Природа виджняны. Знание, полученное в результате слушания, является только косвенным. Рассуждая согласно текстам Шрути, нужно установить, затрагивает ли косвенное знание самость человека или нет. Посредством отражения исчезают все сомнения. После этого, при помощи убеждения в том, что самость остается недвойственной, следует поразмышлять о самости, то есть сконцентрировать мысли на одном, исключительно на самости. Если ум становится беспокойным, то следует тренировать его даже принудительно. Прилагай в этом направлении усилия. Йога Васиштха гласит: сжимая руки и стиснув зубы, зажав все члены и убрав чувства, нужно устанавливать контроль над умом. То есть следует предпринимать как можно больше усилий. Следует также управлять дыханием при необходимости посредством пранаямы, техники регулирования дыхания. Любой ценой следует обрести однонаправленность ума,
как долго нужно применять какие-либо усилия, пока не будет получен прямой опыт. Таким образом, путем размышления осознается сокровенная самость. Медитируйте «Я Брахман». Эта мантра известна как признание самости, как Брахмана Пратьябхиджня Джняна. Хотя это составляет часть неоформленного самадхи нирвикальпа, потому что это и есть единое однородное знание. Все же вследствие различий в методах и результатах следует признать, что эти два состояния отличаются друг от друга. Такое знание недвойственной самости уничтожает невежество. То же самое объясняется далее. Сначала определи самость реальной посредством шраваны и мананы, слушания и отражения. Потом размышляй. Осознание приведет к нирвикальпа самадхи. Идея заключается в следующем. Дхьяна только одна. Сноска. Дхьяна – созерцание, медитация, глубокое погружение во внутреннее видение своей истинной самости или в истинную суть всех явлений и вещей. Достижение однонаправленности ума посредством концентрации на какой-либо форме, мысли или звуке, поглощение в объекте медитации. Возврат к тексту. Идея заключается в следующем. Дхьяна только одна. Ее могут называть савикальпа самадхи и нирвикальпа самадхи, согласно ее стадиям развития. При решении сконцентрировать мысли в течение некоторого времени и принять впоследствии определенное решение, не забывая о намеченной цели, период, во время которого рассмотренный объект остается непрерывным, считается длительностью дхьяны. И если в результате продолжительной практики рассмотренный объект остается достаточно устойчивым в течение намеченного времени, то это есть савикальпа самадхи, оформленная самадхи. Если снова путем той же повторяющейся практики ум пребывает в состоянии непрерывной медитации, даже без начального решения и обращения к памяти, то это считается нирвикальпой или неоформленной самадхи. В книге Парамананда можно найти следующее объяснение. Медитация с перерывами – это дхьяна. Непрерывная медитация – это савикальпа самадхи. Неподвижность ума без медитации и перерывов – это нирвикальпа самадхи. Дхьяна питает нирвикальпа самадхи и заканчивается в ней. Происходит осознание сокровенной самости. При выходе из него воспоминание об опыте переживания сокровенной самости и напоминание уму описаний высшего существа в священных текстах, а затем отождествление его с ними образуют признание Пратьябхиджня Джняну. Вопрос. Для такого признания воспоминания – это необходимый компонент. Воспоминание имеет природу уже сформированных умственных впечатлений.
Впечатление может быть произведено только в обработанном знании, а не в неоформленном сознании нирвикальпа самадхи, единого неоформленного света сознания. Ответ. Ты прав. Неоформленный свет просто освещает объекты, такие как горшок и так далее. Он не может произвести никакого впечатления на ум, чтобы позже быть воспроизведенным. В противном случае путешественник будет в состоянии помнить все, что видел на своем пути, а это не так. Только обработанное знание, подобно утверждению «это горшок», «это часть ткани», будет позже вспоминаться. Следовательно, независимо от того, какие именно формы появляются в неоформленном состоянии, например, вот человек, вот Девадатта, они как раз суть те, что позже вспоминаются. Некоторые говорят, что окончание состояния нирвикальпа сопровождается савикальпой, и это помогает формированию впечатлений, которые вспоминаются позже. Другие доводы. Так как чистая сокровенная самость не может формировать объекты опыта, даже в савикальпа самадхи говорится, что воспоминания – это непосредственный опыт самого самадхи. Поскольку савикальпа самадхи имеет природу решения и не может обладать для своих объектов чистой самостью, нельзя утверждать, что в савикальпа самадхи чистая самость формирует объект опыта. Но как из нирвикальпа самадхи может возникнуть воспоминание? Нет такого закона, что только савикальпа способна давать начало поздним воспоминаниям. Викальпа означает появление развлечения. Путешественник запоминает очень тонкие впечатления от вещей, замеченных на своем пути, и вспоминает некоторые из них. Только так можно объяснить воспоминания о состоянии глубокого сна после пробуждения. На возражение, что воспоминание не может явиться результатом нирвикальпа самадхи, ответ следующий. В любом знании, какой бы фактор ни был ясно отмечен, его позже вспомнят наряду с сопутствующим ему знанием. При воспоминании невозможно отчетливо представить себе все объекты. Но, как сказано в Пратьябхиджня-шастре, согласно вкусу и согласно желанию, то есть воспоминание ограничено ими. Таким образом, любое развлечение – это исключительно умственная обработка. Тем не менее, различные ученые-мужья думают по-разному. Поэтому некоторые говорят, что не может быть воспоминания нирвикальпа самадхи. Для более подробного рассмотрения этого вопроса смотрите Пратьябхиджня-шастру и комментарии к ней. Глава 19. Особенность самадхи. После осознания самости как неоформленного сознания в нирвикальпа самадхи, самоосознанные существа продолжают уже преднамеренно вспоминать ее. Это приводит к тому,
что они оказываются в состоянии удивительного покоя. И это, как говорят мудрые, и есть их самадхи. В этом заключается тайна виджняны. Хатха-йоги, которые не осознали самость посредством шраваны и так далее, делятся на две группы. Шравана – слушание или чтение о знании. Итак, две группы. Первые – следующие восьмичленные йоги Патанджали. Сноска. Восьмичленная йога, аштанга-йога – это система йоги, состоящая из 8 ступеней – яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. Самоконтроль, контроль ума, физические упражнения, дыхательные упражнения, отвлечение чувств от чувственных объектов, сосредоточение, созерцание и полный разрыв связей с материей. Ниже приведена таблица толкования аштанга-йоги. Яма – самообладание. Нияма – правила поведения. Асана – статические упражнения. Пранаяма – овладение 5 воздушными потоками. Пратьяхара – изоляция чувств. Дхарана – концентрация мысли. Дхьяна – медитация. Самадхи – освобождение. Возврат к тексту. Другие, после постепенного обучения практике пранаямы, контроля за дыханием, начинают выполнять ее все чаще и чаще ради пробуждения кундалини и открытия сушумна нади. Сноска. Кундалини – свернутая кольцом змееобразная изначальная космическая энергия, имеющаяся у каждого индивидуума, которая первоначально покоится, свернувшись кольцами, как змея, в основании позвоночника. Поднимаясь, кундалини пробуждает одну чакру за другой. Возврат к тексту. Первые, прежде чем войти в самадхи, решают избегать любых мыслей о несамости. Постепенно достигают успеха в уходе от посторонних мыслей. Потом медитируют в состоянии отсутствия любых мыслей, а затем, освободившись также и от медитации, покидают свое временное пристанище – оболочку. Вторые же с большим усилием заставляют жизненный воздух входить в сушумну. За этим наступает усталость. Однако, когда энергия входит в сушумну, то усталость исчезает, и йог чувствует огромное облегчение, подобно человеку, избавленному от тяжелого бремени. При этом его ум становится как будто ошеломленным. Оба эти два вида садхака испытывают блаженство, когда захотят, как состояние глубокого сна. Что касается джняна-йогов, которые осознали необработанное знание, самость посредством шраваны и так далее, даже перед тем, как достигнуть самадхи, завеса их невежества снимается, и необработанное знание самость предстает в своем извечном сиянии, как различные объекты, как отражение в зеркале. Различные состояния ума исчезают, и не только в описанном состоянии, но и до вхождения в самадхи.
оставляя остаточный ум свидетелем исчезновения объектов, и человек остается в состоянии необработанного знания. Опыт хатха-йогов заключается в другом. Только джняна-йоги действительно рассеивают аджняну, невежество, снимая ее вуаль и одерживая верх над ее силами. Тогда как для хатха-йога, несмотря на то, что сила проекции исчезает, оставшаяся сила продолжает скрывать самость. Для джняна-йога фактор вуалирования убирается в процессе самореализации. При этом в состоянии самадхи даже следа от него не остается. Вопрос: в чем тогда различие между состоянием глубокого сна и самадхи хатха-йога? Ответ: в состоянии глубокого сна самость остается скрытой густой тьмой невежества, подобно тому, как солнце скрывается за тяжелыми темными тучами. В состоянии самадхи самость, хоть и приоткрыта саттвическим умом, еще не прояснена, хотя она уже будет похожа на солнце, находящееся позади легких белых облаков. В случае джняни его ум становится в целом саттвическим. Таким образом рассеивается пелена невежества, и самость начинает сиять, подобно солнцу в ясном небе. Самоосознанные знают, что это и есть правильное осознание самости. Джняна самадхи является таким образом истинным самадхи. Это означает, что несмотря на саттвический ум, развитый хатха-йогами, их аварана, завеса невежества, остается не будучи снятой. Глава 22. Прарабдха джняни. Определено, что человеческие удовольствия и боли являются результатами некой невидимой причины, то есть прошлой кармы. Так как замечено, что джняни живут так же, как и другие люди, то говорится, что прарабдха человеческой джняной не уничтожается. Это считается благостным только для джняни низшего порядка, поскольку они, как замечено, реагируют на окружающую среду. Это не относится к более высоким порядкам. Чувство счастья, затрагивающее ум человека, может быть кармическим эффектом. Средний и высший классы джняны не подвластны колебаниям ума. Этого нельзя оспорить, потому что такие колебания полностью отсутствуют в самадхи. Поднимаясь из самадхи, вся несамость, то есть джагат, сияет только как чистое знание, то есть самость, подобно тому, как изображения не отличны от зеркала, отражающего их. Счастье и так далее, таким образом, становясь единым с самостью, невозможно ощущать как «моё счастье» и так далее. Из этого следует, что нельзя утверждать, что непосредственно самость есть эффект чего-либо и что невозможно определить никакую соответствующую карму. Вопрос. Хотя личные удовольствия и боли человека там и не присутствуют, все же он видит, что другие наслаждаются удовольствиями и испытывают боль,
его реакция должна быть обусловлена прарабдхой. Ответ: нет, наслаждение и боль других людей не отождествляются с моими, но они воспринимаются подобно тому, как человек воспринимает горшок. Они не могут быть результатом прарабдхи. Так как нет никакого наслаждения или боли, которые можно назвать для такового человека последствием, то нельзя утверждать, что у джняни присутствует остаточная карма. Что же касается низшего порядка джняни, то когда такой человек вовлекается в повседневную жизнь, он, вероятно, забудет, что все есть самость, и станет просто наслаждаться жизнью или испытывать боль. Так как наслаждение и боль предстанут ему как некие последствия, то он, конечно, будет вкушать плоды своей прошлой кармы. Некоторые говорят, что такое знание, которое не может выдержать напряжение повседневной жизни, не может обладать длительной ценностью. Другие считают иначе. Одновременно с подъемом высшего знания затемняющая пелена невежества спадает. Но сила проекции еще некоторое время будет действовать вследствие прарабдхи. Она быстро исчерпает себя, и больше не останется никакой кармы, которая станет цепляться за новые тела в результате перерождения. Так как невежество подходит к концу, то по этой же самой причине не будет никакой умственной формы, потому что ум при этом исчезает, как огонь, который сжег все свое топливо. Следовательно, ему не будут свойственны никакие новые тела. Поэтому все внимание будет обращено на чистое существо, и таким образом станет неизбежно освобождение. Действительно, верно, что ошибки знания не приносят знанию совершенства. Следовательно, шастры отличают джняни от дживанмукты, то есть освобожденного при жизни. Вопрос. Согласно изречению, что человек будет рожден заново согласно своей последней мысли, джняни низшего порядка также переродится, потому что его прарабдха полностью не закончится. А воспоминание о несамости випарита смарана должно привести к перерождению. Ответ: нет. Воспоминание несамости неизбежно также и для высшего порядка дживанмукт. Изречение, которое ты процитировал, не относится ко всем джняниям. Одновременно с подъемом знания происходит полная утрата невежества. Поэтому наслаждение и боль больше не составляют кармических последствий. Они только приходящие явления. Прарабдха выведена просто для объяснения такого явления. Но для джняни любого порядка больше не остается прарабдхи. И в прошлый момент его жизни никакое воспоминание о несамости не возникает. Поэтому различие между простым джняни и дживанмуктой находится в их реакции на боль и наслаждение жизни. Сказано:
что так как освобождение наступает одновременно вместе с возрастанием знания, то несущественно, когда и как умирает джняни – около святых мест, в доме или в каком-либо ином месте, застигнутый смертью врасплох. И если хотя бы один раз испытал высшее состояние Шивы посредством медитации, чтения шастр или по милости гуру, то он самоосознанный человек, и ему больше ничего не нужно делать. Блаженство самости. Прекрати думать о несамости. Тогда воцарится пустота. Знающий это или свидетель этого – само чистое знание, без каких-либо изменений. Таково высшее знание – парасамвит. Оно полно блаженства, и поэтому это есть наивысшая цель – пурушартха. Это состояние соткано из чистого блаженства. Причина здесь такова. Страдание – это результат упадхи. Упадхи, сноска, ограничения, наложенные на «я» через неведение, посредством которых человек привязан к мирской жизни. Возврат к тексту. Страдание – это результат упадхи, ограничивающих дополнений, которого совершенно нет в самости. Такое самвид есть сосредоточение всего блаженства, присущего всем формам живых существ. Потому что самвид желательно обрести всем, без исключения живым существам. Вопрос. Разве человек не получает желаемое наслаждение от объектов? Как оно может принять форму того, кто его испытывает? Ответ. Так как его желательно обрести всем, то самость должна обладать природой блаженства. В противном случае к нему бы все не стремились. Вопрос. Если речь идет только об одной самости, которую все желают, то как желания могут быть различными, например, для желания тела, богатства, женщин и так далее? Ответ. Желания не столь существенны для объектов, поскольку они предназначены для собственной пользы. Следовательно, жаждущие обрести рай и тому подобные вещи совершают посты по собственной воле, оставляют собственные тела и так далее. Поэтому самость всегда есть то, чего желают люди. Следовательно, оно есть само блаженство. Вопрос. Очевидно, что удовольствие состоит в удовлетворении объектами, тогда как блаженство иного рода не может быть доказано. Поэтому самость нельзя соотнести с блаженством. Ответ. Агамы, священные тексты, провозглашают, что все чувственные наслаждения – это всего лишь частички блаженства самости. Это что, например, подобно тому: эфир нельзя увидеть сам по себе, но он соотносится с пространством комнаты или сосудом, и благодаря этому кажется делимым,
посредством, например, каких-либо действий. То же самое происходит и с чит, сознанием. Хотя оно невидимо, однако оно предстанет раздельным посредством воздействия объектов, которые являются источником чувственных наслаждений, которые в действительности являются только частицами блаженства самости. Вопрос. Твои утверждения доказывают только желание получить наслаждение самости, но не то, что самость есть само блаженство. Ответ. Только естественное блаженство самости ощущается в момент сброса тяжелого бремени и в состоянии глубокого сна. Это означает, как только человек избавляется от тяжелой ноши, он, конечно, чувствует себя облегченным. Это нельзя отрицать. Но здесь не присутствует никаких объектов, которые могли бы дать ему наслаждение. То есть, как еще можно испытывать указанное ощущение, как не из-за того, что оно идет изнутри, то есть от самости. Вопрос. Оно происходит из-за того, что сброшена ноша? Ответ. Сброс тяжелого груза – фактор отрицания. Как отрицание может приводить к положительному результату, такому как наслаждение? Следовательно, нужно допустить поэтому действие самости. Вопрос. Облегчение от напряжения и приводит к облегчению от боли. В этом, кажется, и состоит источник наслаждения. Ответ. Но в состоянии глубокого сна нет никакого напряжения, которое нужно снять. И все же человек испытывает блаженство сна. Этого нельзя отрицать, потому что наличествуют воспоминания о блаженном состоянии сна после пробуждения. Такое блаженство порождено ничем иным, как самостью. Вопрос. Нет блаженства глубокого сна. Ответ. Почему тогда все существа желают сна и готовятся к нему? Вопрос. Если самость есть блаженство, то почему же она не всегда очевидна? Ответ. Хотя внутри тела постоянно присутствует некий шум, его обычно не слышат. Но если подключить уши, чтобы предотвратить вторжение внешних шумов, то внутренний шум будет отчетливо различаться. Также обстоит дело и с блаженством самости. В настоящее время оно замутнено болью, вызываемой огнем желаний и другими факторами. Пока эти факторы бездействуют во время глубокого сна, становится очевидным блаженство самости, как внутренний звук при подключении ушей в выше приведенном примере. Человек, таща груз, испытывает боль, вызванную тяжестью, и эта боль пересиливает общее страдание потока васан и таким образом является преобладающей. Как только груз сброшен вниз, боль, связанная с ним, исчезает, и в короткое время перед возрастанием потока васан ощущается блаженство самости. Также обстоит дело и с другими чувственными наслаждениями.
бесчисленные васаны всегда остаются в сердце. Они постоянно колют его, подобно шипам. С возрастанием желания какого-либо объекта эта сила перевешивает другие васаны, которые ждут своей очереди. Когда желаемый объект достигнут, то боль, связанная с его получением, исчезает. В коротком интервале перед тем, как проявится другая васана, преобладает блаженство самости. Следовательно, говорится, что то, чего все всегда желают, есть только блаженство самости. Вопрос. Почему же тогда все не понимают, что искомые наслаждения – суть в действительности только самость? Ответ. Вследствие их невежества. Они не понимают, что только наслаждение самости проявляется как наслаждение чувственными радостями. Внимание людей направлено на приходящие объекты. Люди думают, что поскольку удовольствия являются приходящими, то и блаженство тоже приходящее. Приложение 2. Сиддха-гита из Йоги Васиштхи. Смиренные приветствия великим учителям всех эпох. Шри, слава той действительности, которая пребывает во всем как самость, из которой исходят все творения, в которой они существуют и в которой они исчезают. Слава тому разуму, который пребывает во всем как самость, из которого проявляются познающий, знание и познаваемое, видящий, видение и видимое, деятель, причина и деяние. Слава тому высшему блаженству, которое пребывает во всем как самость, которая составляет жизнь всех и вся, из чьих непостижимых глубин исходит счастье в виде тончайших частиц к небесам или на землю, на которой все совокупное счастье несравнимо даже с частицей того неомраченного и естественного блаженства. Сиддхи, невидимые и бессмертные существа самого благородного порядка, провозгласили. Первое. Мы поклоняемся тому единому, которое пребывает непоколебимо и незыблемо, твердо и вечно, которое поэтому превосходит цикл рождения и смерти, равно как не подвержено изменениям, как и то, на которое осознается безупречным созерцанием как своя собственная самость, из которой, несомненно, проистекает цепочка связей последовательных частиц счастья, кажущихся получаемыми от объектов наслаждений и неправильно ассоциируемых с ними, которые в свою очередь суть простые явления, то есть эго и мир или субъект и объект, отражающимися как образы на недвойственном, едином и чистом зеркале сознания. Потому что при правильном проницательном исследовании они обнаруживаются растворяющимися в абсолютной самости. Некоторые другие сиддхи объясняют это по-своему следующим образом. Второе. Мы поклоняемся тому, что осознается как самость, порождающая все и все же остающаяся незапятнанным свидетелем рождения эго, его мыслей и мира вокруг, поскольку она
превосходит познающего знания и познаваемые объекты, относящиеся как к состояниям бодрствования и сна, так и к невежеству, относящемуся к состоянию глубокого сна без сновидений, состоящему из скрытых тенденций ума. Некоторые другие ситхи говорят: третье. Мы поклоняемся тому, что осознается как свет, неотъемлемо присущий как самость и озаряющий всех и вся, всегда пребывающий как сознание и в верующем, и в неверующем, существующий до сотворения и после растворения космоса, а также и в промежуток между ними, и являющийся недоступно скрытым даже для последовательных цепочек логических умозаключений, которые хоть и указывают в конечном итоге на изначальные причины и источники, но прерываются и становятся бесплодными при объективизации одной сознательной самости, другой в самой себе. Примечание. Шлока 2 говорит, что действительность осознается после устранения всех триад. Некоторые отрицают идентичность. Чтобы отрицать ее, должна быть некая сознательная самость. Опять же, если изначальную причину творения представить в настоящем творении как приходящую, то нельзя отрицать действительность, пребывающую вне последовательных связей. Или же опять, если предположить материальную причину, то невозможно будет упустить из виду действительную причину. Последняя представляется как самость. Самость должна быть конечной действительностью. Четвертое. Мы поклоняемся самости как тому, в чем пребывают все миры, из чего они состоят, из чего они возникают, ради чего они существуют, чем все они проецируются и для чего они пребывают в своем бытии. Пятое. Мы поклоняемся самости, которая сияет, не имея формы, как неразрывное сознание «я-я», которое превосходит эго и все же включает в себя все эго и полное познание. И это, в конце концов, образует весь космос. Те, кто, игнорируя Господа сердцем, отправляются на поиски других богов, подобны глупцу, который отбрасывает прочь небесный драгоценный камень Чинтамани, исполняющий все желания его владельца, и который затем копает землю в поисках мирских драгоценных камней. Некоторые ситхи наставляют бесстрастию следующим образом. 7. Господь сердца, который решительно вырывает с корнем неустанно растущее ползущее растение, приносящее ядовитые плоды желаний, обретается после отбрасывания всего остального как ничего не стоящего. 8. Тот глупец, который, будучи осведомленным о порочности и зле удовольствий, все же гонится за ними, не может считаться человеком, но должен рассматриваться как нечто, что не лучше осла. Осел бежит за ослихой, даже несмотря на то, что она лягает его.
9. Змеи, таящиеся под покровом чувств, должны принудительно браться под контроль всякий раз, когда они поднимают свои головы и шипят на добычу, подобно горам, беспощадно поражаемым ударом молнии Индры, бог дождя, грома и молнии. Иные ситхи обращают внимание на следующие основные моменты. Обрети блаженство покоя обузданием чувств и успокоением ума. Ум, в отличие от чувственных удовольствий, не содержит в своем чреве семян боли, но очищает себя от загрязнений, когда он растворяется в своем источнике, как это происходит с огнем, когда тот не подпитывается топливом. В уме, становящемся умиротворенным и исчезающим в изначальном источнике блаженства, воцаряется Всевышний покой, который остается в нем до наступления окончательного освобождения. Опровержение доктрины пустоты. Последователи этой школы мысли объявляют, что иллюзия может возникать и действительно возникает даже в отсутствии какого-либо фона. В случае куска раковины, кажущегося серебром, они говорят, что знание серебра не обосновано, то есть пустотно. Также дело обстоит и со знанием самости. Их учение можно кратко обрисовать следующим образом. Основываясь на твердом убеждении, что джагат является несуществующим, в результате длительной медитации на пустоте полностью исчезает мысль о нем и начинает преобладать пустота, и это и есть освобождение. Теперь, чтобы опровергнуть это, скажем, что отрицание джагата есть несовершенное знание. Подобно тому, как горшок в целом не ложен, но реален, как глина, также и джагат в целом не ложен, но реален, как разум. Поэтому отрицать джагат, считая его несуществующим, есть не более чем иллюзорное знание. Его небытие невозможно установить при помощи каких-либо доказательств. Поскольку джагат сияет как знание, на основе которого человек доказывает реальность или нереальность его самого, это знание едино по своей природе. Также единый джагат, даже будучи отрицаемым, сохраняет свою полноту. Хотя горшок может отрицаться, его материальная глина не может также отрицаться. Подобным же образом, хотя джагат и может отрицаться, его существование как знание отрицаться не может. Те же самые отношения наблюдаются между джагатом и сознанием, как между горшком и глиной. Однако сторонники школы пустоты придерживаются пустоты и отрицают все, что воспринимается как пустота. Но все это также содержится в джагате, который отрицается им. То, что оставляется вне опровержения, есть знание, это отрицать нельзя. Они имеют в виду, что обработанное сознание составляет самсару, тогда как необработанное сознание, лишенное всего остального, включая праманы,
источники достоверного знания и есть освобождение. Однако здесь наше возражение состоит в том, что отрицающий джагат не может отрицать сам себя, а джагат не прекратит существовать просто потому, что кто-то примется проклинать его. Наше возражение достоверно, потому что сознание пребывает как неослабленное в необработанном состоянии, даже после отрицания, что все другие вещи отсутствуют. Вопрос. С вашей точки зрения, что должно быть там устранено и как установить недвойственность? Ответ. Ведантисты говорят, что высший асад-чит, видимо, есть асад, ложный джагат, подобно ложному отражению в зеркале. Это анирвачания, то есть невыразимое. Недвойственность состоит в избавлении этой сумятицы. И таким образом происходит устранение джагата. Но мы говорим, что джагат появляется как изображение в зеркале. Подобно тому, как изображение суть не что иное, как зеркало, джагат никто другой, как сад-чит. Вопрос. Если это так, то что остается устранить? Ответ. Чувство двойственности. Вопрос. Эта двойственность присуща джагату или же она существует вне его? Если она присуща джагату, то она реальна, как джагат, и ее нельзя отрицать. И если же нет, то это приводит к анирвачании, то есть отрицанию. Ответ. Она присуща джагату. Вопрос. Как же тогда ее устранить? Ответ. Послушай, двойственность состоит в том, чтобы считать источник света и освещенный объект отличающимися друг от друга. Так как двойственность – это только иллюзия, то отрицание ее кладет конец иллюзии и таким образом самому себе. Следовательно, было сказано, на самом деле единство не отличается от разнообразия. Одна действительность сияет подобно двум. Теперь позволь мне вернуться и подвергнуть сомнению высказывания ведантистов. Вопрос. Отрицание неописуемо или реально? Если оно неописуемо, то джагат не может отрицаться. Если же оно реально, то это приводит к двойственности. И при этом ты не можешь утверждать, что отрицание явления лежит в основе, и поэтому отрицание джагата приводит как раз к нему, к брахману. Конечно, допустить, что отрицание самости просто присуще самости, а весь джагат – это не что иное, как самость, вовсе не противоречит нашим взглядам. Но отрицание по своему характеру отрицательно, и нельзя сказать, что оно растворяется в своей основе, в действительности. Джагат может присутствовать, чтобы просто существовать. Согласно следующему изречению, несамость – это тоже самость. Смысл заключается в том, чтобы обрести любыми средствами пурушартху, отрицание или что-либо другое. Бесполезно ввязываться в споры. Мумукшу, желающего обрести освобождение, и садхаков,
находящихся на пути к освобождению, можно предостеречь от ввязывания в споры с другими системами или религиями. Так как джагат связан с сознанием, подобно тому, как изображения в зеркале не отличны от самого зеркала, он реален. Просто потому, что говорится, что джагат обладает природой сознания, не следует считать, что джагат и есть само сознание. Такое предположение будет тождественно высказыванию, что авидья существует, потому что она, как говорят, невыразима. Подобно тому, как ты не можешь задаться вопросом, нужно ли существовать авидья, чтобы быть невыразимой, таким же образом не встает и вопрос о том, существует ли джагат, неразличимый от сознания. Таким образом, знание того, что все есть саттаматра, только самость, есть совершенная виджняна. Подпись Шри Раманарпанамасту.